Здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, живу я в Калифорнии, родом я из Якутии. Значит, сегодняшний блог, сегодняшний ролик будет у меня посвящен нашему шаману Александру Габушеву, величайшему человеку нашей эпохи. Значит, я почитал отзывы на мой предыдущий ролик, и действительно я согласен, наверное, все-таки профинансировать шамана будет довольно проблематично, если это будет сталкиваться с конфискациями. Ну, на Навального же они это сделали. Значит, ну тогда пускай, я думаю, что будет бесплатно, раз уж так. Каждый может распечатать вот так и повесить у себя на стене. Да где угодно. Каждый может произвести, значит, у каждого же дома принтер есть, можно распечатать, значит, и вообще вот чрезвычайно фотогеничный человек. Вот, я не знаю, вот у него, вот как он кулаки сжал, значит, и в его силе нет злобы, что интересно, от него вот какая-то вот доброта вот исходит. Он воинственно настроен, но у него доброе лицо, понимаете? Вот у Путина наоборот, да, вот вроде он пытается всеми силами быть, как сказать, добрым, но на самом деле, ну, он демон, понимаете? Вот, все равно попытается кого-нибудь-то в сортире утопить или там, чем он любит заниматься-то. Ну, строить, развивать, значит, создавать новые рабочие места, это явно не его. Значит, мы лес ему отдали, ну, как бы, всю тайгу-то. То, что не продал, сжег. Ну, демон, опять голодный. Ну, вот всегда такие вот. У демонов, у Аббасы, вот всегда вот так вот. Они умеют только пожирать. И все равно вечно голодные. Ну ладно, то продал ты лес. Ну, то, что не продал, ладно, сжег. Ядерные отходы зачем везешь? Ну, это в какие рамки? Ну, ты совсем что ли, дятел? Это же ядерные отходы. Чернобыль. Покупать. Ну, вообще уму непостижимо. Дали пенсионный фонд. Он его сожрал. Где деньги? Сколько людей платили же? 20 лет платили на пенсионный фонд. И здрасте, вот такое тебе спасибо. Да, ужас. Ужас. Как-нибудь надо, чтобы все-таки обеспечить, чтобы шаман как-то смог лицом к лицу с Путиным встретиться. Но я понимаю, что там ну хотя бы вот так фотографии его можно показать, наверное, Путину. Ну, а подойти-то к нему вообще никак, разве то, что только на Кутузовском проспекте, наверное, это сделать. Ну, он же по Кутузке едет. А, кстати, вы видели его дачу в этом, на Рублевке-то? Когда я еще там работал, у него там этот зеленый забор, я помню, вот с колючей проволокой, с камерами, там, с вышками. И он километра 2 этот забор шел, а потом говорили, что его увеличили вроде километров 5 уже, что ли. И еще вглубь там, ну сколько там, одна охрана, вторая, там, наверное, целая дивизия этих, росгвардейцев, наверное, там сидит, не знаю. И, в общем, там в Москве, короче, нас больше всего, ну, как москвичей и гостей Москвы, то есть имеется в виду гостей столицы, больше всего бесило, что он вот ездил из своей дачи в Кремль на работу на машине. А чтобы это происходило, они перекрывают, ну, представьте, вот Москва, она круглая, и вот с запада на восток, вот в центр, в Кремль, Кутузовское шоссе. И вот его всю перекрывали. И он летит там, не знаю, правила дорожного движения для него, там километров 200, по-моему, вот этот кортеж летит.
Только я подумал, если так там только показать ей эту фотографию шамана ему, да, но он же при такой скорости не заметит. Если только расклеить вот эти фотографии, вот такие постеры по всему Кутузовскому проспекту, во всех окнах, чтобы столба, чтобы он как аниме увидел вот так, и чтобы шаман еще ожил, наверное. Представляете? Они же, эти демоны же, они же на дух не могут переварить этот, как его, они же этих воинов света жутко боятся же. Представляете, он едет на скорости 200 километров по Кутузовскому проспекту, и тут вдруг появляется шаман. Как аниме начинает двигаться, представляете? И он, конечно, в крик же пойдет. Боже мой, что происходит? Он что, уже здесь, что ли? Ну, а охрана скажет: нет, шеф, я не знаем, как это происходит, но мы заперли же его в Якутске. Каким образом он здесь вот как оживает? Почему он ожил? Что происходит? Ну, конечно, они его все соберут, потом выяснится, что это просто на фонарных столбах расклеили, и он просто ожил. Ну, можно так сделать. Можно расклеить, наверное, ну, бесплатно же. Просто на принтере набираешь и распечатываешь, расклеиваешь. Можно по всей Москве там закошмарить, в конце концов, демона. К 2021 году, наверное, он уже и так будет сидеть на чемоданах полностью. Там, у него уже этот паранойя начнется. Наверное. Ну, разве что так сделать. Ну, и таким же образом можно помочь шаману, я так думаю. Ну, невероятно, да? Вот согласитесь. Вот мне очень интересно, вот как вы думаете, вот такой способ борьбы, да, вот просто вот Путин такой крутой, туда-сюда, а там куда бы он ни пошел, фотография, значит, шамана, да? Значит, было бы невероятно, наверное. Но как думаете, напишите. Просто мне еще очень интересно мнение москвичей. Значит, он же вам жизнь портит, перекрывает Кутузовское шоссе. А если вы вот таким вот образом сделаете, интересно, что будет это? Ну, во-первых, вы поможете себе. Он вполне возможно от шока больше по Кутузовске ездить не будет. Да у него денег же полно, пускай летает на вертолете. Я еще тогда думал, с какого перепугу он ездит на машине. На вертолете пускай туда-сюда летает. Зачем людей кошмарить? А вы аниме сделаете, да? Вот, значит, ну что еще? Значит, ну да, там на футболках можете себе тоже распечатать. Это будет ваш личный протест. Значит, можно там наклейки сделать. Просто на машинах клеить его. Шаман идет типа. И это примет массовый характер. И, значит, это будет наша помощь, значит, шаману, я так думаю. Если мы финансово не можем помочь, если они нам это запрещают, то мы таким образом поможем тогда. Как говорится, Путин же любит такие выражения. Там, вы что, хотите как в Ливии? Так мы и говорим, хочешь как в Ливии? Или пускай мы финансово поможем человеку. Верно? Ну, чтобы он человек понимал-то. Это просто интересная история. Все-таки я думаю, что в конечном итоге в России все поменяется. И просто в истории России шаман останется символом того, что все-таки мы должны тянуться к свету, понимаете, увеличивать этот объем выплачиваемых пенсий на руку конкретно одному пенсионеру. Понимаете? Я считаю, что пенсия не должна быть ниже 30 тысяч рублей. Но и то думаю, что это офигеть, что такое. Пенсия должна быть 200 тысяч рублей. Ну, это было бы более-менее реально. Потому что, чтобы человек мог путешествовать. Вот в Америке это же так же, это вполне реально это. Россия же богатейшая в мире страна. Это только то, что есть в недрах.
А сверх этого же надо создавать условия. Правительство должно быть хорошо контролируемым народом. Понимаете, народ должен контролировать этих руководителей этих организаций, там, будь то там министерство или ведомство, они должны быть подконтрольными, а не так, чтобы там пришел один человек с повадками демона, что ему не дай, так не продал, так сжег. А еще там, я понимаю, там, вот, ребята вот у меня спрашивали вот насчет юкагиров. Юкагиры жили и живут на реке Колыма. Половина Колымы это республика Саха, а половина это, значит, Магаданская область. Так вот, почти что вся Якутия, ну как бы из Колымы иногда везут рыбу. Но дело в том, что река отравлена, и она отравится последние 50 лет. Та же ртуть. То есть где золотодобыча, там ртуть. Оттуда не вывозят золотой песок. Они туда завозят ртуть и оттуда вывозят слитки. А на захоронение ртуть никуда не везется. Но даже в советское время не было такого, чтобы к такому масштабному отравлению земли еще кто-то умудрился додуматься завозить ядерные отходы. Ну это как понять? Какие еще другие должны быть доказательства в демонизме человека? Потому что по повадкам это точно демон. А как можно еще по-другому сказать? Шиес, что творишь, что творишь? Там нетронутая природа. Есть такое понятие урбанизированных городов. Урбанизированные города это огроменные такие махины. И продукты жизнедеятельности крупных городов, они сами по себе ядовиты. Понимаете? И там нужно ставить очистительные сооружения и кое-что, которое должно утилизировать это огромное количество, значит, отходов, которые вырабатывает этот город. Бери пример с Голландии, бери пример с Германии. Вот когда часы покупать, ты почему-то тебе не что-то европейское перенимать тебе неплохо, да, вот где деньги транжирить. А вот где вот они природу сохранять, вот ты идешь наоборот, покупаешь у них ядерный отход. Даже в Африке, по-моему, такого нет. Ребята, что об этом думаете? Вот напишите в этом самом, мне интересно почитать. Особенно интересно, значит, мнение москвичей. Ребята, как думаете? И, ребята, это очень круто. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал, значит, я еще буду делать более лучшие контенты. И отныне у меня Грут и Шаман. Спасибо.